Куку Кемалага. Мусульманская община Эрвен Эвлия, поселок Кариис. Нариман Джемилев. Мусульманская община Хак Йолы, Бахчисарай района, село Заланкой. Я бы хотел пару слов сказать, если можно. Я хочу поблагодарить от лица собравшихся и от членов нашей религиозной общины, ветеранов национального движения, за то, что они еще раз дали импульс, толчок в национальном движении крымским татарам за восстановление прав, своих прав, за достижение, так, вот много говорят, депортированы. Мы репрессированы. За восстановление прав репрессированного крымско-татарского народа. Сау. Надыр Бекиров, Международный фонд исследований и поддержки коренных народов. Подготовиться Алия Финенко. Bizim aldığımızda bek ağır bir iş tura, Allah Teala bizlerimiz beraber etti. Алия Финенко, Комитет солдатских матерей. Селям алейкум. Служила, служу и буду служить своему народу до конца своей жизни и перед всеми народами теплого полуострова Крым. Тыс чокемен озым ниетім қатын. Решат Камилов, Союз крымско-татарских офицеров, заместитель председателя Союза крымско-татарских офицеров. Руслан Бальтек, общественная организация «Поколение Крым». Селям алейкум. Низкий поклон ветеранов национального движения. Я считаю, что принятие нормативно-правовых актов необходимо для того, чтобы наконец-то снять почву для спекуляций, которая до этого присутствовала среди всех крымских вожатых. То есть с участием наших политических деятелей, так называемых представителей Милли Меджлиса, это Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева, сообща со всеми лидерами, которые претендовали на монополию в крымском политикуме. На данный момент они до сих пор стараются защитить свой вот этот старый мир, свои старые взаимоотношения, и как яркая иллюстрация того, что им чужды интересы народа, будь то крымских татар, будь то остальных жителей Крыма, это, если вы помните, история с задержанием Гриценко. Когда защищать Гриценко, спикера, который ничего не сделал, собственно говоря, для крымских татар, помимо Джемилева, пришли еще и два народных депутата от Бюта. Что я хочу сказать? Нету никакой идеологической платформы, нету никаких идейных соображений, есть только одно – защищать друг друга. Народ, по сути дела, предоставлен, то есть находится в самостоятельном плавании и является на данный момент предметом для спекуляции. Спасибо, Салунс. Вашфи Абдураиму, Милли Фирка. Селям алейкум, Саяхалла, Джимат. После 20 лет разброда и шатаний, когда наше всеобщее единое национальное движение по разным причинам было разбито на разные общественные организации, фонды и так далее, и у каждой организации и каждая структура, пытаясь что-то сделать полезное для нации, в какой-то момент утратила главную генеральную линию, ради чего народ возвращался на свою историческую родину. А эта главная генеральная линия – это полное и безусловное восстановление прав крымско-татарского народа в соответствии с теми решениями, которые были приняты в Советском Союзе и Украиной с 1989 по 1991 год. Увы, распад СССР привел к тому, что законодательный процесс восстановления прав был
прерван. Появилось разное количество независимых государств, в том числе и Украина. И те решения, которые были приняты, и те решения, которых добилось наше национальное движение, они, безусловно, требуют имплементации в юридическое пространство законодательного поля Украины. Однозначно, те решения, те законы, которые будет требовать объединенный Крымско-Татарский народный фронт от Украины, безусловно, должны быть не ниже того уровня, которые были уже приняты. Будет ли это в соответствии с законодательной базой Украины повтор тех законов или в какой-то, с учетом современных требований, с учетом того, что уже Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов. У нас есть два пути, по которым мы можем требовать восстановления наших прав. Первый путь – это международное право с упором на принятую декларацию о правах коренных народов, которая предполагает восстановление всех, безусловно, прав. И второй путь – это путь, который прошло наше национальное движение, которое добилось полного, безусловного восстановления прав в Советском Союзе в 89-91 годах и требования этих законов перенести в украинское законодательство. И именно для этих целей создается Крымско-Татарский народный фронт. И если где-то в каком-то документе что-то там упущено, но это как бы недоработки, которые будут в процессе работы, в процессе этого диалога, о котором мы все так соскучились, оно будет учтено и принято. И слава Богу, что нашли старейшие участники национального движения, которые не побоялись встать и напомнить всей нации о том, что надо делать. И слава Богу, что нашлись вот наша активная часть крымских татар, которая поддержала наших заслуженных ветеранов. Низкий вам поклон. И наша организация, наша народная партия Милиферка, безусловно, сделает все возможное и даже больше этого для того, чтобы мы совместными усилиями добились тех целей, ради чего мы сегодня объединяемся. Сау. Сегодня, 28 января 2012 года, создан Крымско-Татарский народный фронт. Прошу всех встать для прослушивания национального гимна крымско-татарского народа.